Более Инсирис, я старейшина ирзианского народа. Я разделяю пессимизм, который здесь прозвучал по поводу будущего России, слышу. Разделяю, потому что какая-то традиция такая, что говорим «Россия» и «регионы». Я позволю себе напомнить, что правильно Россия называется Российская Федерация, и в ее составе есть 21 национальная республика. Я не понимаю, почему на форуме не звучат разговоры, я скажу, спрошу, готовлю вопрос, о проблемах народов Российской Федерации, о проблемах национальных республик. У нас закрывают школы, у нас сокращают время обучения родному языку. Из последнего выступления позавчерашнего господина Путина наши языки уже вообще ничего. Мой язык родной изучается 1 раз в неделю факультативно. Отсюда вопрос для вас. 2 вопроса, позволю себе. Первый вопрос. Как вы относитесь, это простой вопрос, как бы вы могли помочь и почему вы не помогаете национальностям, народам сберечь свои языки? И второй вопрос конкретный. Как вы среагировали на смерть Альберта Разина, когда он сжег себя только для того, чтобы обратить внимание на то, как уничтожается его родной язык и его народ? Спасибо большое. Спасибо. А вот вы оперируете как представителям организации, а в своем регионе вы к кому обращались из этих организаций? Что? Вот по этому вопросу в своем регионе. Я Инязор ирзианского народа. Я тоже. И я живу в Украине. Да, я тоже из Рязанского народа, Шацкий район. Вот к этим организациям у вас есть представители этих организаций в Рязани? У нас? Да. Нет. Нет. У нас вопрос. Просто вы к ним обращаетесь, да, а их представителей в Рязани нет. Сейчас мы спросим, есть в Рязани представители Открытой России или что? Послушайте, есть, вы сейчас Виталий. серьезно про Рязань, да? Да, да. Вы про Рязань серьезно мне говорите да, сейчас, да? серьезно говорю. У меня мама и вся семья из Рязанской области. Вы же про Рязань говорите. Эрзианского района. Можно я отвечу на извините, вопрос? А вы из какого региона? Ну, живете где? Живете где вы? В Киеве живете. Ну, это немножко другое. Я готов ответить. Я сам родился в республике Башкортостан и прожил там 7 лет. И вот в последний год я с Дмитрием вместе мы были в Казани, уже не первый раз, и очень активно обсуждали вот эту судьбу и татарского языка, и вообще в целом и проблему национальных языков. А позиция такая, моя личная, что человек сам должен выбирать, какой язык учить. Нельзя там насильно тот же самый татарский даже язык прививать. И проблема национальных языков в том, что их носители, не создают стимулов для того, чтобы молодежь, прежде всего, пыталась его учить. Вот просто на примере того же татарского языка, что такого создано, какие там, не знаю, известные, современные, какие-нибудь там поэты хотя бы, там, режиссеры, что-то еще, какая культура, какая производится на этом языке, ради которой хотелось бы говорить, изучать язык. Мы сейчас с вами находимся в Латвии. Почему здесь большинство... Оговорился, да, простите. В Литве. Почему здесь большинство людей говорит по-русски? Потому что России есть что предложить. Россия для них центр притяжения и ресурсов, и сил, и политических сил и так далее. Почему весь мир говорит на английском? Потому что куча контента, куча стимулов создается на этом языке во всем мире. Как и на китайском, и на испанском, и так далее. Для того, чтобы сохранить язык, нужно развивать эти стимулы. Касательно второго вашего вопроса по поводу самосожжения, я тут либерально к этому отношусь. Человек сам выбирает методы, как доносить свои идеи. Лично я я против насилия и подобных. Спасибо. Господа, давайте придерживаться все-таки темы. У нас очень мало времени, чтобы успели все.